День, уважаемые коллеги. Мы начинаем наше сегодняшнее совещание руководителя методического объединения, вернее, руководителей общеобразовательных учреждений Республики Коми. С участием я представлю, кто будет сегодня участвовать. Это Наталья Николаевна Русеева, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования Коми Республиканского института развития образования. Позже к нам присоединится Хацминский Михаил Игоревич, кризисный психолог. Я думаю, некоторые мои коллеги с ним знакомы. Он приезжал недавно и работал в нашей республике. Член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России, главный редактор журнала «Русская православная психология» и медиапорталов «Кризисная помощь». Ну и я председатель Республиканского методического объединения Эйнштейн Александра Васильевна. Итак, я предоставляю слово вступительное Наталье Николаевне. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Спасибо, Александра Васильевна. Добрый день, коллеги. Мы с вами все живем в едином информационном поле. Вы прекрасно понимаете те события, которые сейчас происходят в мире, в нашей стране и в республике в том числе. Действительно, мы с вами вливаемся во все мировые процессы, и вы, как руководители образовательных организаций, знаете о том, что Министерство просвещения перед Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми поставило задачу нам с вами обезопасить наше молодое подрастающее поколение, особенно старшеклассников, от вливания в современные негативные процессы, которые происходят сейчас и в мире, и вы уже знаете прекрасно, что в республике, к сожалению, тоже начинают выявляться единичные такие случаи. Да, спасибо. Коллеги, это совещание у нас рабочее, материалы не будут выложены нигде в сети, поэтому если у вас будут возникать вопросы, мы постараемся на них ответить. Я напоминаю, что по факту все вы получили методические рекомендации по проведению уроков истории, вы получили уже методические рекомендации по проведению классных часов, там уже с 5 по 11 класс и 1-2 курсы системы среднего профессионального образования. Кроме того, коллеги, я напоминаю также, что завтра в 12 часов, предварительно такую информацию мы получили от Министерства просвещения Российской Федерации, что завтра в 12 часов состоится онлайн-урок, всероссийский урок истории. Как нам обещало Министерство образования, что, скорее всего, сегодня вечером, накануне, для того, чтобы вы могли критически осмыслить материалы, вам будут направлены те материалы, которые завтра будут представлены нашим школьникам. Коллеги, единственное, я напоминаю, что установку, которую нам дало Министерство просвещения Российской Федерации, что мы не меняем специально расписание, мы не собираем детей в едином пространстве актового зала, там, или как вы это привыкли делать, что мы это проводим без лишнего, наверное, шума, да, без лишнего фиксирования. Самое главное сейчас дать возможность детям высказать свою позицию, чтобы они это сделали с вами, под вашим контролем, и поэтому вот эти всероссийский урок истории нужно вписать в расписание тех уроков, которые у вас сейчас идут. Это такая вот вводная установка. Александра Васильевна. Спасибо, Наталья Николаевна. Ну и если позволите, на правах председателя хотелось бы, так сказать, несколько слов о том, как нам дальше с вами работать и как выполнять те задачи, которые перед нами ставит наше министерство и руководство нашей отрасли. Ну, я не собираюсь никого как бы получать, но тем не менее, я хочу сказать вот о чем. Школа во все времена с момента своего появления являлась одним из основных институтов любого государства на протяжении всей истории развития человечества. Это институт такой, да, школа, важнейший, который всегда во все времена занимался формированием морали, нравственности, культуры в обществе, то есть фактически занимался образованием, образовыванием, я бы так сказала, человека. И поэтому ответственность школы как института в настоящее время гражданского общества очень велика.
Мы с вами уже 2 года живем в очень сложной ситуации, и мы, конечно, устали психологически, эмоционально и физически, потому что переболела значительная часть педагогических коллективов, я думаю, по всей республике, а некоторые неоднократно. И вот такой тяжелый режим работы, с которым мы, слава богу, справлялись и очень достойно, усугубился вот ситуацией последних дней. И поэтому от нас с вами требуется в настоящее время проявить все те лучшие качества, которые мы как руководители в себе имеем. Надо помнить прежде всего, что мы, я думаю, являемся не только руководителями формальными, но являемся и неформальными лидерами своих образовательных организаций. Поэтому от того, каковы будут наши действия, поступки, наши слова, наши эмоции и чувства в этот период, очень много зависит, потому что за нами стоят педагогические коллективы, за нами стоят наши дети, а соответственно их родители, потому что это все неотделимо друг от друга. Поэтому как выстроить поведение, как выстроить работу, как говорить. А говорить надо обязательно, замалчивать нельзя. Это понятно, что это время сейчас такое, когда надо говорить, надо высказываться. И поэтому я призываю всех вас, вот прежде всего, быть очень ответственными. Ну, мы как директора вообще, мы как бы люди ответственные, но сегодня эта ответственность как бы двойная такая. Очень много зависит, особенно в маленьких коллективах, где вся жизнь коллектива на виду, от того, какова будет наша позиция, как мы себя поведем и как выстроим линию поведения и в отношении с нашими коллегами-педагогами, и в отношении с детьми и с родителями. Я прекрасно понимаю, что однозначно ситуацию сегодня никто не воспринимает. И мнений однозначных по поводу событий происходящих, конечно, нет. В чем наша сейчас задача? И как бы вот я, например, думая о том, как выполнить поставленную руководством отрасли задачу, как надо действовать, я думаю, что в каждом педагогическом коллективе есть люди, чей авторитет является очень непререкаемым как среди педагогов, так и среди учащихся. Люди, за которыми дети идут, к которым прислушиваются, чье мнение для них авторитетно, с кем они делятся своими наболевшими проблемами, вопросами, особенно учащиеся старших классов. И это ведь не обязательно могут быть учителя истории. Мне кажется, это могут быть любые предметники, любые классные руководители, любые члены администрации. И я думаю, что вот планируя выход на коллективы, на детские коллективы, на взрослые коллективы, наверное, надо опираться в работе свои именно на этих людей, которые могут задать тон и высказать свою позицию и правильно выстроить диалог во время проведения и классных часов, и уроков истории. Здесь главное ведь надо дать возможность всем высказаться, и надо дать возможность высказаться открыто. И чтобы эти уроки, возможно, с элементами дискуссии, они, возможно, мне кажется, и нужно с элементами дискуссии, чтобы они не превратились ни в коем случае, понимаете, вот в тот, я не знаю даже как сказать, рыночный вот такой сегмент, который сейчас заполнил сети, откуда льется грязь, ненависть, и все это дети наши читают. Мы ни в коем случае в наших разговорах, дискуссиях не должны опускаться до каких-то штампов, понимаете, приклеивания ярлыков там и так далее, и так далее. Потому что весь тон дискуссий, которые идут в сетях, он настолько унизительно и оскорбительный, мне кажется, что он приводит вообще к расколу в обществе, а мы это допустить ни в коем случае не можем, не имеем на это права. Но говорить надо разъяснять свои позиции. И этот диалог, диалог, эта беседа должна обязательно дать возможность выслушать аргументированно все позиции, которые имеют право на существование. Все-таки мы выстраиваем демократическое общество, гражданское общество, и поэтому здесь мы должны все позиции в равной степени выслушать и аргументировать, и дискутировать по этому поводу. Ни в коем случае, еще раз я на это акцентирую, не приклеивая каких-то ярлыков, не оказывая давления на учащихся. Наши дети
они очень информированы, они гораздо больше времени, чем мы с вами, проводят в социальных сетях, пользуются различными ресурсами и черпают, и имеют гораздо больше информации, правдивой, неправдивой, из разных источников. И здесь наша задача быть очень, еще раз повторяю, ответственными, аккуратными, очень дипломатичными, и аргументированно отстаивать ту позицию, которой вы придерживаетесь. Да, методические материалы вам посланы. Конечно, ваши преподаватели, историки или вы как руководители, ну, читая, внимательно изучая их, наверное, будете с какими-то моментами не согласны, к ним можно подойти критически, и потом не обязательно их использовать в полной мере. Это как для отправная почва, так сказать, для вас. Можно выстраивать и самим, используя свои, так сказать, материалы какие-то, а преподавателям истории можно взять и гораздо более обширные примеры для того, чтобы выстраивать диалог с учащимися. Я думаю, все это можно сделать. Конечно, как говорить с педагогом, потому что я знаю, и знаю на примере не только своего коллектива и других, что очень много преподавателей есть, которые имеют позиции несколько агрессивно, так сказать, выражают их несколько агрессивно, позиция отличная, допустим, от официальных и так далее. И я хочу напомнить вам, что здесь тоже проблема такая, что надо уметь диалог выстраивать и в нашем коллективе обязательно. И тоже не замалчивать, не доводить это до степени критики и применения каких-то санкций и так далее. Ни в коем случае. Потому что здесь, мне кажется, должно быть как у врачей. Главный принцип должен быть «не навреди». Не навреди. Вот я бы об этом хотела сказать и напомнить еще одну вещь. Мы в основном особенно работаем с ребятами преимущественно подросткового возраста, да, а это возраст такой, для которого характерно бунтарство и вообще, так сказать, позиция отрицания, такое протестное поведение. И зачастую дети даже, скажем, соглашаясь в душе с какими-то доводами, мнениями и так далее, но в силу вот таких психологических особенностей все воспринимают штуки, и в любую, значит, какую-то попытку малейшего давления она вызывает у них очень негативную реакцию. И надо помнить, что еще дети, естественно, выражают позиции своих семей. И здесь тоже должно быть очень корректное ваше поведение и обращение с детьми, очень дипломатичным, очень тонким. Эти все нюансы надо учитывать. И поэтому в работе с классными руководителями, с преподавателями вы знаете, как никто лучше свой контингент, свой педагогический состав, и, может быть, имеет смысл, значит, не всех подряд обязывать проводить эту работу, а именно посмотреть, кто может вот в этих сложных условиях выстроить поведенческую линию общения с учащимися должном уровне. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой внимательно прочитать те материалы, которые мы вам прислали, вы получили по почте все материалы. Они, конечно, так сказать, нет... Нельзя сказать, что они совершенные, там, спасибо, нет каких возможностей для критики, там есть с чем можно не соглашаться, с чем можно спорить, что можно корректировать, это как бы, так сказать, ну, некоторые базовые элементы. И еще раз я акцентирую, что наша с вами задача сейчас, самое главное, к чему мы стремимся, это дать возможность ребятам высказаться. Вы посмотрите, там в материалах есть штрих-коды, по которым, да, можно выйти на анкетирование и предложить ребятам высказаться, потому что открытость это тоже очень важно. Они могут задать напрямую вопросы специалистам Минпроса России, которые им дадут квалифицированный ответ. Дайте возможность, ребята, покажите, что это такое, есть возможность, задайте вопросы, пожалуйста. Это анонимное, значит, вопрос анонимный, там никакой регистрации, ничего не надо. Значит, первое, еще раз, открытость, корректность, дипломатичность, аргументированность в позициях, чтобы дети почувствовали, что школа готовы работать, что мы, взрослые люди, окружающие, готовы с ними говорить, что мы не уходим от больных вопросов, мы вместе с ними пытаемся разобраться, дать какие-то оценки, ну и
сделать таким образом, чтобы, еще раз повторяю, вот то, что сейчас происходит, ни в коем случае не привело к каким-то конфронтациям внутри уже наших сообществ, как педагогических, так и детских. Вот это, наверное, самое важное. И не допустить, конечно, втягивания наших ребят в какие-либо политические игры с любой стороны, особенно в неправомерные действия. Высказывать свою позицию они должны иметь право, они должны уметь высказывать эту позицию, они должны ее аргументировать и всегда решать все вопросы только в рамках дискуссии. Вот хотелось бы обратиться к вам с такой просьбой, уважаемые коллеги. И я ничуть не сомневаюсь, что ваш педагогический опыт, ваша мудрость, профессионализм и, самое главное, ваше чувство вот, гражданской ответственности, они являются залогом того, что мы, в общем-то, все проблемы и все задачи, которые перед нами наставятся нашим руководством, решим благополучно. Спасибо вам большое за сотрудничество и понимание. Сейчас посмотрим, Михаил Игоревич выходит? Нет? На связь с нами? Нет? Нет, да? Значит, пока не видим его. Значит, еще раз, материалы для всероссийского урока истории вы получите или сегодня, или ссылки, значит, завтра уже это будет разослано. Те материалы, которые мы получили сначала для преподавателей истории обществознания, а потом для классных руководителей, они, в общем-то, готовы к каким-то комментариям, критике, каким-то замечаниям, потому что там есть над чем работать, с чем можно спорить, не соглашаться. Пожалуйста, внимательно их посмотрите. Ну, кое-что из них или какую-то методическую канву, я думаю, что или хотя бы саму идею, как выстроить урок, их можно использовать. Спасибо большое всем, коллеги. Я думаю, что все вместе мы справимся со всеми трудностями сегодняшнего дня. Всего доброго. Коллеги спрашивают, какую тему записать в классном журнале. Смотря какой вид, еще раз не поняла. Ага. Какую тему записать в классном журнале? Я так понимаю, что это если мы на уроке истории берем вот и проводим это мероприятие. Ну, я знаю, что по ФГОС мы в каждом, в принципе, журнале, прошу прощения, в календарно-тематическом планировании у вас всегда ведь есть уроки, которые связаны с проектной деятельностью, да? Есть нами для какие-то темы, которые можно подвести и взять под это дело. Потом вы же можете подвижку делать, все равно корректировку КТП вы можете проводить в любом случае. Я думаю, имеет смысл с вами, с руководством методического объединения, говорить, каким образом это можно сделать, потому что у нас КТП всегда подвижно. Кроме того, мы же говорим о том, что данные темы мы не фиксируем в журналах, мы проводим эти уроки, мы с вас не требуем, ни мы, ни Министерство образования не требуют никакой отчетности, коллеги. По факту, да, мы реализовываем с вами образовательную программу, мы реализовываем рабочую программу, да, но при этом вот эти уроки или это внеклассные мероприятия, причем мы с вами четко понимаем, что с одним и тем же классом не должно быть проведено и урок истории, и урок общественного знания, и классный час. Одного мероприятия вполне, и можно там выбрать, на каком уроке это можно будет провести, где по теме оно будет приближено по содержанию к теме урока. Тем более, кроме того, наши коллеги-историки, так же, как и мы с Александрой Васильевной, мы проанализировали данные материалы, и действительно, и в 6 классе, когда мы сейчас изучаем, например, становление Киевской Руси, то темы вписываются и в 7, ну и во всех остальных классах аналогично. Можно найти, да. Вот. Поэтому и еще, коллеги, в рамках уроков обществознания не забудьте нашим детям еще раз обратить особое внимание. Это есть вот в классных часах, но мне кажется, вообще в целом все педагоги должны обращать внимание на фейковые новости и на то засорение интернет-пространства, которое сейчас происходит, и лженовости и так далее. Вот на это тоже обращайте, пожалуйста, внимание. Ну, в методических материалах там как бы представлены даже образцы, как можно отличить, да, фейковые новости. Смотрите внимательно. Но я думаю, что вы, как профессионалы, найдете еще больше различных способов, возможностей для того, чтобы это отделить одно от другого. И научить наших детей это тоже различать в сетях. Александра Васильевна, еще вопрос. Классный час могу провести сразу для 5-9 классов, так как у меня всего 11 детей. Но вы знаете, подумайте, пожалуйста, потому что уровень все-таки 5, 6 и даже 7 класса и уровень 8, 9 класса — это все-таки разные дети.
Я думаю, что не всегда то, о чем можно и каким языком можно говорить с учащимися 9 класса, скажем, будет доступен и понятен, и адекватно применим для учащихся 5 класса. Я бы лучше разделила на 2 группы. Но это мое мнение. Угу. Коллеги, у нас в любом... Видите, да, выделено. Добрый день, задает Валентина Евгеньевна вопрос. Ситуация сложная. Кто защитит педагога, если родители начнут жаловаться на то, что в школе это обсуждается? Коллеги, Александра Васильевна с этого начала. Фактически основная функция школы – это образование. Образование, вы помните, что оно включает в себя в том числе и воспитательный процесс. И согласитесь, что гораздо... Мы понимаем, что родители бывают разные. И сейчас Институт развития образования, Вопрос не видим. Наш консультационный центр как раз-таки разрабатывает методические рекомендации по работам с такими родителями, потому что действительно родители у нас сейчас очень грамотные в кавычках и очень заинтересованные. Поэтому мы сейчас разрабатываем методические рекомендации, как общаться с такими родителями. Коллеги, но если мы не поднимем эту тему как раз-таки на уровне образовательной организации, то, честно, мне, как в том числе историку, страшно представить, что с такими детьми будут и какую информацию и где они будут черпать. А потом я не думаю, что, например, если вы проводите классный час по такой теме, ведь смотря как вы выстроите, вот как раз здесь должен проявляться ваш профессионализм, да? Как вы выстроите беседу, дискуссию. Это может быть темой классного часа, которая какие претензии могут быть предъявлены родителям. Вы ведь можете начать вообще, как сказать, я бы, например, в данном случае урок начала о том, что мы все работаем в сетях, как отличить фейк, да, от действительной информации, соответствующей действительности. И можно с каких-то вообще других моментов начать, не с тех событий, о которых мы сегодня говорим, а вообще в принципе, а потом уже потихонечку подвести. То есть это все в ваших руках. Мне кажется, здесь возможностей для проявления своих профессиональных знаний, качеств очень много. Действительно, можно же даже не затрагивать. Конечно, или как один из примеров только. Как один из примеров, а потом уже подвести их к тому, о чем мы хотели бы говорить. Почему мы и говорим, что в данном случае вы свой контингент знаете лучше и родителей, и обучающихся. И в этом связи мы почему и хотели заслушать выступление, то есть Михаил Игоревич тоже подготовил некие рекомендации, но он сейчас отписался, что он находится в Министерстве просвещения как раз-таки на совещании по этому вопросу, поэтому не сможет к нам подключиться. Что если у вас есть такие сложности, то приглашайте психологов в том числе в такие классы, может быть, они вам с чем-то могут помочь. А там еще вопрос, есть ли рекомендации информационные письма на бумаге? Уважаемые коллеги, в методических рекомендациях там ведь и сценарии есть, и фото, и видео, и презентации приложены. Все в электронном формате вы получите, и вполне достаточно для того, чтобы начать по ним работать. Так, вопрос. Коллеги, все материалы были направлены. Родительского собрания пока нет. Мы про родительское собрание здесь и не говорили. Мы говорили про взаимодействие с детьми. Где взять материалы для проведения урока классного часа? Коллеги, все материалы были направлены на управление образования и руководителям образовательных организаций. Вероника Александровна, я могу вам продублировать, но вообще в целом все руководители уже получили в край вчера утром полный комплект материалов. Вчера все было, да. Коллеги, вопросы еще? Нет, пока нет. Тогда мы благодарим вас, что вы подключились вот так вот очень экстренно к данному мероприятию. Спасибо за понимание. Я думаю, что, еще раз повторю, большое вам спасибо. Мы ждем от вас взвешенного, профессионального решения проблем и задач, которые связаны с сегодняшней ситуацией. Всего доброго. До свидания.